По следам серого волка. Завтра все путешественники едут на гору Аламьер, в том числе и ты, Петр. Да, мы решили присоединиться к этому мероприятию. Надеюсь, все пройдет успешно. То есть ты едешь по Волге на собственном корабле, который сам собрал? Да, это мой самодельный катамаран-мечтатель. Двинемся вверх по течению. Если позволит ветер, мы к вечеру будем там же, на горе Аламьер. Туда поедут множество путешественников на велосипеде, на машине. Встретимся на горе Аламьер, на самом спокойном месте в нашей округе. До встречи. Будем рады с вами увидеться там. Когда мы с Никитой подъезжали к нашему месту сбора путешественников, то заметили свежие следы. Позже мы выяснили, что это были следы волка. В 30 километрах по прямой от Чебоксар сообщество чувашских путешественников начало собираться на сундырской возвышенности Аламьер. Погоду в те дни мы заказывали теплую и солнечную. В целом планировалось собрать велопутешественников. Удача улыбнулась нам и привела вольных по духу людей как на велосипедах, так и на машинах. А я на машине, че? Интересная семья. Папа на машине, мама на велосипеде. Айпиге рассказала историю этого места. Потому что этот город со всех сторон, с этой стороны защищала Волга, там своя речка была. И подобраться к этой крепости было просто нереально. Где там Бритвин, видно? В это же время мы ждали, когда к нам причалит Петр Бритвин со своей командой, смотря вдаль Чебоксарского водохранилища. Это наши эры, мы на Волге, ничего такого. Это Бритвин. Он очень далеко, он посередине. Это он, да? Сидеть и балдеть. Че, загораешь или греешься? Да, Сталина на них нету. Греюсь, наслаждаюсь закатным солнцем. Можно и здесь остануться. Станем на фоне Волги. О, домашний хлеб, домашний хлеб. Люди добрые. Леха! Леха, подожди. А тем временем Анжела начала готовить вкусный борщ. Половники. Я сейчас тоже тарелку забыл, вовсе не забыл. Ай, по очереди поедем. Анжела, иди сюда, я С закатом солнца начался рассвет майских жуков, которые, порхая в воздухе, пели песни. Там что за крики в лесу были? Я слышу звук, как будто самолет летает. Поднимаю голову, а там целый рой этих майских жуков.
Да, кадр так кадр. Он что-то медитирует, сидит. Да, кайфует. Подставка к нему прилетела тоже, вид свысока. Улетает. А ветер все дальше отгонял корабль Петра от нашего берега до тех пор, пока судно «Мечтатель» скрылось в сумерках. Да, накладывай. Я половник оставляю здесь. Ходите за солью и сметаной. Я иду И за чесноком. солью и сметаной. С наступлением ночи у нас закончилась питьевая вода, и смелые ребята спустились к роднику, который находится в том месте, куда в полночь лучше не ходить. Не, завтра выйдете. Короче, стали искать, до церкви спустились, стали искать родник. Короче, так обошли, не нашли. Раз таки идем в этот в лес заходим. И там, короче, бабушка я такая спрашиваю, говорю, а не подскажете, где есть родник? Она говорит, вон там. Мы такие идем, все такая, ой, а что это? На крест наткнулась. Мы такие смотрим вокруг, светим, а там кладбище такие. Поворачиваемся, бабушки вообще нет уже. Мы, короче, такие, ну что, она же не могла даже уйти, да? Вообще, такие крестицы наши. Ходили за водой, а воду нашли? Тяжело было, особенно, знаешь, воду-то легко найти. Подниматься очень тяжело. С водой, с котлом. Да, мы 3-4 раза останавливались. Да, Еще не видно дороги там. это самый сложный путь. Самый легкий вот этот. Да, тем более после бабушки, которая исчезла. Вообще жесть. Смотрите, если вы сейчас выйдете из палатки, я смогу вам коврик нормально разложить. Отсюда. Ты что? Ну, может, шерстянка. Где? Гоша! Ты его с того места принесла, что ли? Ранним утром до восхода солнца я проснулся и спустя время вспомнил, что рядом со мной стояла палатка Дмитрия. Я подумал, наверное, ночью он ее перетащил или собрал и упаковал. Но зачем? Что ты думаешь, не хватает? Здесь Людей не хватает. палатку сдуло. Не, никто не спал, ее сдуло. Вы или Дима? Утром к нам пришла команда Петра Бритвина. Вы вдвоем? Мы вчетвером. Еще двое спят. А, корабль охранять. Твоя палатка знаешь где? Да. Где? Нету. Вон там в обрыве. Поищи. Ты ее не прицепила, ее сдуло. Дима там спал. Вы
вот здесь были. Да-да-да, мы проходили. То есть мы пытались галсы же так зигзагом, да, делать. И то ли загрузка большая, 4 человека. Я здесь маяк включал. Видели? Ну что-то такое было, что-то какой цвет. Да, и такой желтоватый, да, видимо, это фонарик был. Мы 3 часа плывем к берегу, а берег все так же далеко. А я смотрел, вы стоите на одном месте вот по центру. И что-то не приближаетесь. Оказалось, что сильные волны отнесли их корабль на несколько километров от места нашей общей встречи. И еще плюс течение. В общем, видимо, мы то ли стояли на месте, то ли медленно-медленно приближались. В итоге пришлось все-таки угол увеличить, и мы пошли вниз чуть-чуть, ниже. Долго не хотели вниз по течению приземляться. Волны были около метра, да. Теперь да. Видел я японскую какую-то картину. Там сидит самурай, вот примерно возле такого же вида, на склоне горы. Мы отправились к месту причала катамарана «Мечтатель», с которого вдали видны Чебоксары. Идет человек по берегу, я думаю, наверное, все-таки Виктор с фонариком. Вот там мы говорим, вы к нам? Он говорит, да, я вот хочу предупредить, чтобы вы, значит, там на 10 метров не подходили к берегу. Вот. Я говорю, что такое, сети, что ли, поставили? Я вычислил. Чтобы успеть Петру и его команде доплыть по течению Волги до дома, нужно им уже поднимать парус и отплывать, а нам поднять палатку, которую сдуло ветром в обрыв. Рад был увидеть, посмотреть на ваш катамаран в рабочем состоянии. Удачной дороги. Спасибо, да. Да. С попутного ветра. Самое главное сегодня. Все, пока-пока. Пока. Молодняк. По дороге к лагерю нам подполз сюрприз. Заполняет уже все. Как будто сама И еще качеля для девушек. Ноги сильно нельзя раздвигать. Молодым людям на омлетообразующих качелях я бы не советовал раскачиваться так. Как так случилось, что твоя палатка там, а ты тут? Я ее не закрепил. Моя А ты оплошность. сам где спал, извините? С соседом. А, соседом. Вот который спускается. Может тебе перчатки дать? Домашний кинотеатр. Люди работают, а тут кинотеатр, да? У него получится. Нет, получится, мы в него верим. Очень интересное кино показывают сегодня. Леша, ты такой сильный, один несешь палатку. Дима
сидит, контролирует процесс. Это же его палатка. Вдруг сейчас проверяют ее. Папка вчерашняя? Да, вчерашняя бабка. Она ночью тоже приходила, кстати. Да? К вам? Да. А что делал? Светка пришла. Прям с моего края пришла палатки. Я в середину сразу перелегла. Что-то я не Светка слышал. одна умная оказалась, легла не на солнце. Это мы проснулись, там 7 потов. Сейчас крокодила сыграем. У кого какие варианты? Зачем он носит так палатку? Природная стихия пыталась отобрать у нас палатку, но благодаря Алексею и кинозрителям нам удалось ее вернуть. Yes. Мы общаемся или... Ну, Виктор. Это же Виктор! Да, вам нужно, наверное, дальше Он отойти. сколько раз Здесь на стол, это да, говорил. видео. А, у него видео.